Прямо сейчас Леонид Каневский и трагедия в детдоме. Это была очередная захватывающая серия, к коме не имеющая никакого отношения. Актер, телеведущий Леонид Каневский, которого советские зрители прекрасно помнят как инспектора МУРа Александра Томина, из «Следствия ведут знатоки». Современный живой детектив, как подчеркивают авторы, на основе реальных событий, которые происходили в далеком 1972 году в одном из подмосковных интернатов. Это была «Круговая порука», так названа серия, и там творился полный беспредел. Над воспитанниками издевались, насиловали и даже убивали. На основе материалов МВД история раскрывается в подробностях. О визитах к директору и раньше шептались воспитанницы детского дома. Теперь Лида испытала все сама. И вот что обидно, на этих дерзких оценках в кадре появляется Александр Католиков. Ни за что, ни про что, как говорится, оклеветали, получается, заслуженного человека. И все это покрывал отличник народного просвещения, директор детского дома Самохин. И пусть фамилия не Католиков, в кадре это наш народный учитель, которого до сих пор помнят и любят. Тысячи называют отцом, а еще десятки изучают и становятся последователями инновационных воспитательных методов. Летом ездили в разные поездки, которые позволяли нам лучше узнать родину, в принципе. Потому что поездка, например, своим ходом из Крыма и до Сыктывкара через всю страну, или, например, за одно лето, за 3 недели проехать Киживо, Лам, Соловки и посетить все эти места, сейчас, например, многим даже просто детям недоступно, не говоря уже о тех, кто из социально незащищенных групп. И это, конечно же, оставило большой след. Я думаю, не только у меня. Эта система, она работала на то, чтобы исправить человека, если в нем были какие-то недостатки, и сделать его чище. Эти документальные кадры действительно из реальной жизни, но из нашей. И к данному тексту никакого отношения иметь не могут. Двусмысленность и обвинения, прозвучавшие в федеральном эфире, стали прямым поводом для обращения в суд. Вердикт был скор. Видеосюжет от 12 марта прошлого года удалить, извинения принести. Появившиеся изображения воспитанников и сотрудников Сыктывкарского детского дома никакого отношения к описанным в фильме событиям не имеют. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.